Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. И в начале главных тем. Новый год по хиджре. История особенностей праздника и как его встретили в Чеченской Республике в нашем выпуске. Меняя жизни. Региональный общественный фонд имени первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова работает регулярно. Новые истории и новые надежды. Продолжаем цикл сюжетов в годовщине регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Вспомним их поименно. Наша с вами задача – забота о своей истории. Вышла юбилейная 10-я книга Хошбауди Борхаджиева. июня 2025 года наступил новый 1447 год по хиджи, мусульманскому лунному летоисчислению. Новый год начинается с первого дня месяца Мухаррам, одного из 4 священных месяцев в исламе. В отличие от календарных праздников, в исламе этот день не отмечается с размахом. Для мусульман он является временем духовного сосредоточения, размышлений, молитв, покаяния и добрых дел. Ну а как встречали Новый год в нашей республике, в репортаже Медины Мударвы. Мухаррам – первый месяц в исламском лунном календаре, установленный в период правления халифа Умара. Его название происходит от арабского слова «харам». Он является запретом в исламе наравне с месяцами Раджаб, Зуль-Каада и Зуль-Хиджа. Мусульмане должны отказаться от всего запретного и совершать как можно больше благих дел. Новый 1447 год мусульмане в Чеченской Республике традиционно встретили в мечетях. Начали совершением вечерней молитвы Магриб. Затем под руководством муфтия региона Салаха Хаджи Межиева верующие совершили религиозный обряд Мавлид, восхваляя Всевышнего и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Участие также приняли известные богословы республики и мюриды шейха Кунта Хаджи Кишиева из всех районов Чеченской Республики. Салах Хаджи Межиев рассказал о важности первого месяца Нового года Мухаррама. Он имеет особую значимость для верующих. عمر بن الخطاب دير سلسلة خليفة والشخينة أشي أصحاب شتان وعاخي نتسار بين أصبر تتسار بصوبنا شو دقدر سوتير حدو وشدو إبو هرجا وش دقدر بصوبنا يهدات بوغدات شي دقدر إذا بصوبنا خنا أخ مجا مجاش دقدرش أصاي بندو أخ شو اللغة محرم الحرام بتشعر حقلك محرم الحرام بو أردال حرب نجبي بتصعبوت بوير أخبتشع عاشورا ديدو أخبتشع مارخا برسونتو أخبتشع عاشورا دين عدوق بايا مرشدال بالي حلقة بو خش أستيبان بقي بيلخش شين شاخيل بوت بوير. Подобные религиозные мероприятия прошли во всех районах Чеченской Республики, в том числе и Шалинском. В мечети имени пророка Мухаммада, мир ему, собрались религиозные деятели и также прочитали мавлид. В своих молитвах они просили благополучия для всей мусульманской уммы. ويا مفتي صالح حج أمورته مساري أني تنترش كها مولد شديش ديل يا شخيص توش دعني شديش وي مخ دا رمضان حجي دا العال شوي لذا وي أوكرانيا عبول وي كنتي وي ديلي قام ديلي دوخش دعدغن دولش دول شرق إنواش جاش در دوخش تيو زعما شو وي ديلي عالش در هو نغزينغ ظلمخ لرديش هو بالغ يعني بوخش ديلي مس أغر دعني شديش إشت إنيت توشتان قول ديل دويا. В высокогорном Веденском районе мусульмане выстаивали молитвы в своих дуа, они просили благополучия для всей мусульманской уммы. Подобные религиозные обряды прошли и в Шатойском районе. Верующие совершили намазы и прочитали мавлид. Стоит отметить, что в каждой мечети региона прихожанам раздали фрукты за счет регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.
Мусульман с наступлением Нового года поздравил и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Он пожелал всем счастья и благополучия, выразив надежду на то, что это время приблизит верующих к довольству Всевышнего. Считается, что если провести весь Мухаррам, а также другие запретные месяцы в поклонении, то благословение от Аллаха достанется и в остальные месяцы года. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Чеченскую республику посетила турецкая делегация во главе с председателем Совета директоров Турецко-Ливийского союза по внешним экономическим связям Муртазой Каранфил. В первую очередь гости в сопровождении командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова МВД Замида Челаева отправили в селение Ахмат-Юрт, где посетили могилу первого президента Чеченской республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Собравшиеся прочитали дуа, прося Всевышнего милости и благословения. Затем гости направились в Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Там их встретил министр Чеченской республики по туризму Муслим Байтазиев. Собравшиеся провели рабочую встречу, где обсудили вопросы туризма и взаимодействия между регионами. В завершении собравшиеся обменялись памятными подарками. Следующая точка – ЧГТРК Грозный. Там уже встреча прошла с министром региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. В нашей столице, в частности, и в двух кластерах, таких как Кизиной-Ам и кластер Ведучи, мы обсудили возможности промоутирования, скажем так, наших туристических дестинаций как в Турции, так и в Чеченской Республике. Для этого мы обменялись контактами с руководителями туристических офисов самой группы компании «Каранфил». И, соответственно, уже в ноябре мы ждем нашу делегацию из Турции для того, чтобы мы презентовали им непосредственно наш уже регион на месте здесь, когда у нас будет проходить воркшоп. Продолжаем серию репортажей, посвященных годовщине регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фонд не просто помогает, он возвращает надежду, обеспечивает семьи продуктами, лекарствами, а тем, кто лишился крова, дарит дом. Как меняются жизни людей благодаря этой работе, расскажет Магомед Адиев. Комфорт, уют и вера в лучшее будущее. То, чем региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечивает каждого, кто в этом нуждается. В одном только городе Ачхой-Мартан благотворительная организация возвела 6 домов для малоимущих семей. В полностью обустроенный дом семья Даудовых въехала еще 3 года назад и безмерно благодарна за предоставленный кров. Еще одно направление фонда – гуманитарная помощь. Малоимущим раздают наборы с продуктами первой необходимости. Большую благодарность выражает Губани Хатаева, у которой супруг инвалид, а сын принимает участие в СВО. Ей организация регулярно оказывает поддержку с продуктами и лекарствами. Рамзан Это всего 2 истории из тысяч других. За 21 год фонд протянул руку помощи всем, кто нуждался. Не только в нашей республике и регионах страны, но и в других уголках мира. Региональный общественный фонд имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова работает регулярно во благо жителей республики, обеспечивая их всем необходимым для комфортной и хорошей жизни. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов. Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке Абузара Айдамирова прошла презентация юбилейной книги Хошбауди Борхаджиева «Вспомним их поименно». Это масштабное издание больше, чем книга. Это собранные воедино очерки, стихи и произведения, посвященные героям прошлых лет. На страницах имена, судьбы и подвиги тех, кто заслуживает вечной памяти. Как создавалась летопись народной славы в сюжете Рамзана Абуева. День Победы, как он был от нас далек, как мы с ним
торжественной атмосфере, наполненной мелодиями военных лет, проходит презентация книги Хошбауди Борхаджиева «Вспомним их поименно». В этот труд вошли очерки, стихи и произведения, написанные автором и опубликованные в газете «Гумс» на протяжении 35 лет. Эта книга важна и в плане патриотического воспитания, потому что рассказывает о героях, представителях нашего народа. И книга эта еще важна в плане сознания народа, потому что на нас часто клевещут, а мы показали, рассказали о том, сколько у нас было известно, не говоря уже о таких участников Великой Отечественной войны, которые внесли свою лепту в победу над фашизмом. И эта книга имеет историческое значение, поскольку наша с вами задача забота о своей истории. Никто за нас это так же с душой, как мы сами, никогда не сделает. Это юбилейная 10-я книга для Хошбауди Борхаджиева. Поэт, писатель и публицист, пишет в самых разных литературных жанрах, но это издание занимает особое место в его обширном творческом наследии, делится автор. Со временем можно думать и над увеличением объема этого материала. Но сегодня 13 печатных листов, это 208 страниц. Герои известные, герои, значит, этой книги, может быть, некоторые и в широком кругу неизвестны, но очень материал сам по себе интересный. Я думаю, если мы сегодня работаем над, значит, политическим, патриотическим воспитанием молодых людей, это будет хорошее подспорье, вот, как материал в русле работы над молодежью. Презентация в Национальной библиотеке собрала представителей научной и творческой интеллигенции, родных и близких, друзей и коллег автора. Выступающие высоко оценивают вклад Хошбауди Борхаджиева в развитие чеченской литературы и сохранение исторической памяти. كيجين شقيت واشقي وراحة ويقوم وتغن دنيا نحتمت قدالات راحة ويقوم ويقل هرسي بوجه قامت قدالات راح قادرك قوم ببيش بولو بيش بولو بلغح تصدق ظهر تنديلا إيوه بيوش بول بلغ دق اللي حج إيش دق ما عندوش يهاركنيجا Üyeş yeri elçi, Delmadoç üyeş yeri. Hunda elçi, diyaz şokatçı, itomcak verdiz. İş bitme iş yats. Kek üçanna üyeş, atsir verişna üyeş, kehanna üyeş, dağlayatçan. Ayuş ezerniş mahılla, ezerniş, tabigirş, qiduk hilla. Dirigi diyon xarsdeş, iyeşoş, masal duqoğu ardakner. Помимо произведения самого Хошбауди Борхаджиева, в издание вошли работы и других авторов, также опубликовавшиеся в газете «Гумс». Над корректурой книги трудились Нурдин Абзотов и Дени Сумбулатов. А сама идея создания такого важного сборника о героях прошлых лет принадлежит Чеченскому союзу писателей. Выход книги под трогательным названием «Вспомним их поименно» приурочен к знаменательной дате – 80-летию Великой Победы. Каждая страница – это дань уважения солдатам и труженикам тыла, всем, кто ценой неимоверных усилий и жертв подарил мирное небо. Книга «Вспомним их поименно» уже начала свой путь к читателю, поступив в фонды библиотек Гудермеса. В ближайшее время она также пополнит собрание Национальной библиотеки. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В детском оздоровительном лагере «Радуга» дан старт важной образовательной программе «Мы. Безопасные каникулы». Профессиональные инструкторы и сотрудники МЧС проводят для ребят мастер-классы по правилам поведения на воде, дороге в экстренных ситуациях. Эти знания помогут детям не только провести лето весело, но и избежать опасности. Подробнее о том, как проходят уроки безопасности, в нашем следующем сюжете. В детском оздоровительном лагере «Радуга» продолжается активный и познавательный отдых. Здесь стартовали занятия в рамках всероссийской акции «Мы. Безопасные каникулы». Цель мероприятия – напомнить детям, как отдыхать летом с умом и не подвергать себя и окружающих опасности. Для чего это делается? Мы знаем, что в летний период бывает очень много несчастных случаев по этому поводу. И во избежание этих несчастных случаев, даже у нас дети, когда идут в бассейн,
С ними проводит специальный инструктор по плаванию, который непосредственно учит их правильно плавать, как вести себя на водных объектах. Летние каникулы – это походы, купание и отдых у водоемов. Специалисты напомнили, купаться можно только в специально оборудованных местах, под присмотром взрослых и соблюдая все меры предосторожности. В воде особенно мутно, и при плохой видимости нельзя носить одежду синего, черного и зеленого цвета. Так она будет просто сливаться с окружающей средой. Лучше всего носить цвета красный, оранжевый и желтый. Так они обеспечат наилучшую видимость. Ребятам рассказали, как действовать при задымлении, какие опасности скрывают игры с огнем и как правильно эвакуироваться при чрезвычайной ситуации. Дети вместе с инструкторами разбирали реальные случаи и находили правильные решения. На примере многие оставляют телефон на зарядке, когда не делают ему внимания. Это бывает не очень большая ошибка, но бывали случаи, что из-за этого случался крупный пожар. Отдельный блок беседы был посвящен интернет-безопасности. Воспитанникам лагеря рассказали, как защитить свои персональные данные, почему не стоит доверять незнакомцам в сети и как отличить фейковый аккаунт от реального пользователя. Сегодня детям было очень интересно, и самое приятное, дети осведомлены в многих вопросах, которые мы для них принесли, рассказывали им. И вот это мероприятие послужит очередным шагом в плане профилактики подрастающего поколения. В мероприятиях также приняли участие представители МЧС России. Они объединились, чтобы в доступной и интересной форме донести до детей жизненно важные правила. Ребятам продемонстрировали пожарную технику и рассказали о буднях пожарной охраны. Один из самых активных участников встречи – 11-летний Сала. Он уже сейчас серьезно интересуется профессией спасателя и с уверенностью рассказывает о правилах поведения в экстренных ситуациях. Мне понравилось, как прокурор говорил о безопасности и мне дал новую информацию. Я узнал много чего больше, и мне понравилась особенно тема водной безопасности. Впереди у ребят еще немало ярких событий, но теперь они точно знают, даже во время каникул важно помнить о главном – безопасности. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Расул Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.